Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Эта весна в очередной раз показала разрушительную мощь стихии в России. Затоплению подверглись не только небольшие населенные пункты, но и городские территории. Какая ситуация ожидается у нас, в Якутии? Об этом и в целом о подготовке к отражению стихии мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Иннокентий Андросов, начальник службы спасения Республики Саха-Якутия. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Для начала я хочу поговорить все-таки о прогнозах. Какие прогнозы дают специалисты по предстоящему ледоходу и в целом по паводковой ситуации? Во-первых, мы через 2 дня все получим официальный гидробюллетень Якутского управления гидрометслужбы, где будут указаны даты вскрытия наших рек, нашей республики, уровни. Что можно предварительно сказать? Во-первых, что у нас творится в средней полосе Российской Федерации, все смотрим. Небольшие по сравнению с нашей рекой Лена, Колымой, реки дают очень большую воду, и идет затопление населенных пунктов. Это каждый день показывает. Поэтому мы, конечно же, от этого для нас усиливается подготовка пропуска весеннего половодья. По предварительной консультации, Иркутской области, там по реке Лена, по бассейну реки Лена, снега мало. Поэтому если там не пройдут такие сильные дожди, то, наверное, верховья реки Лена пройдут, и вскрытие произойдет на малой воде. Это говорит, медленный подход нашей границы нашей республики. И мы как раз через 2 дня гидробюллетеня посмотрим, когда же все-таки ледоход на реке Лена начнется, граница нашей республики. Где-то предварительно после 5 однако мая. Синоптики пока говорят, что в сроки близкие к многолетним значениям. Да, близкие и именно как раз к этому и идут. Это где-то в районе города Ленска, это 9-10, обычно День Победы там. Но в таких случаях, конечно же, нам нужна будет вода, чтобы продвигать лед, потому что же наши реки, они текут с юга на север. Но когда наружная температура стоит нормально и в целом, и бывает и нормальный паводок. Но поживем, увидим, а готовность у нас идет. Давайте про готовность поговорим подробнее. Вы в последние несколько недель очень много где побывали в разных районах республики. Как в целом оцениваете уровень подготовки сил и средств? Начиная со второй половины марта месяца и апрель в целом весь месяц, правительство Республики Саха-Якутия, все министерства, которые, в какой-то мере участвуют в пропуске весеннего половодья, они побывали почти во всех опасных районах улусов республики. Там проведены силами Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия командно-штабные учения. Это построение сил, средств, насколько мы готовы, чего хватает, чего не хватает. И заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На прошлой неделе очень крупное совещание проходило в Заречной группе улусов под руководством первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Дмитриевича Садовникова. Мы завтра вылетаем к Колымской группе улусов на также проведение такого совещания, и там будут проходить командно-штабные учения. Поэтому в целом готовность, могу и сказать традиционно, все эти меры предприняты, поэтому мы в целом знаем сегодня, как наши коллеги, муниципальные органы, наслега республики готовятся к встрече весеннего половодья. Есть же такое понятие территории, традиционно попадающие в зону затопления. Как быть тем, кто там проживает, либо тем, у кого там, допустим, скот размещен? Как подготовиться? Наша республика, конечно, подвергается затоплению. У нас же определены на основании 360-го постановления Российской Федерации от 2014 года зоны затопления, подтопления. И там попали более 150 населенных пунктов, точнее 171.
И из них, значит, около сотни населенных пунктов, они подпадают во время весеннего половодья. Поэтому, конечно же, вот и сегодня мы видим по телевидению, да, что нужно готовить. Но семьи, которые проживают в таких зонах, они должны, конечно, иметь тревожные чемода. Ну, как мы так говорим, да. Они должны, значит, оформить заранее прописку своих жильцов, включая детей. Потом они должны заниматься своим имуществом, страхованием имущества, должны иметь всю документацию, правоустанавливающие документы на земельный участок, на дома, на постройки хозяйственные. Это нужно в случае, значит, затопления, когда дом попадет под затопление, потом, значит, получить компенсацию и так далее. Ну, иной раз бывает, вот затопление произошло, а там документов нет, и все попало под воду и так далее. Ну и в самом каждом населенном пункте, который подвергается затоплению, там есть пункты временного размещения, где они находятся, места отгона скота. Обычно наше министерство делает там каждую весну учения, как отгонять скот, в каких местах и так далее. Ну и каждый житель должен знать безопасные пути эвакуации в целом. Никита Михайлович, вы упомянули тревожный чемоданчик, хочу про него подробнее узнать. Вот что, как профессиональный спасатель, советуете в него класть? Я понимаю, конечно, Ну, что объемных сумок не унесешь. Во-первых, это документы. Они должны быть у себя. Так, ну и потом непременно там ну, какое-то количество одежды. Если будет там теплая, ну, демисезонная одежда, это тоже нужно. Ну и потом должны быть у каждого человека свой индивидуальный подход. Это лекарство. Порой бывает, что аптека не работает на слегах и так далее. Вот. К этому моменту человек должен себя обезопасить и взять с собой обезболивающее, что нужно ну, его здоровью. Это сердечные, которые ну, не всегда не находишь во время вот, паводка, когда идет даже еще паника и так далее. Вот. Ну и с собой, ну, скажем, на пару дней продукты питания, пока обоснуется там переход на пункты временного размещения, ну и начнется поставка и так далее, и так далее. Ну, обычно бывает, чего-то не хватает, да. Вот. А раньше в магазинах все было, а сейчас мы же все знаем о том, что на слегах живут на колесах. Вот. Поэтому это должно быть, конечно, заранее все сделано. И с собой должен быть вот в этом, так сказать, тревожном чемоданчике. Никита Вот. Михайлович, а нужно ли вот при эвакуации выключать газ и закрывать двери? Потому что МЧСники советуют совсем другое. В целом-то, конечно же, жители над этим вопросом тоже как-то обратить внимание. Все должно быть выключено. Но когда уже начинается затопление населенного пункта, наши энергетики и работники газовой промышленности, они берут эти обязательства на себя и централизованно все равно выключается. Вот. Это у нас тоже слаженная схема при начале вот, затапливания населенных пунктов. В целом это делается. Вы возглавляете службу спасения нашего региона. Что вот в период паводка входит в обязанности ваших подчиненных? Ну, во-первых, в целом-то население знает о том, что первыми на спасение людей идет служба спасения Республики Саха-Якутия. Мы работаем ежегодно при подходе этого периода планово. Мы сегодня, значит, подготовили оптотехнику и плавсредства. Это техосмотр обязательно нужно быть. Ну и потом подготовка личного состава. Наши спасатели принимают активное участие в оперативных группах Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Это когда мы сопровождаем ледоход. Вот. Мы сегодня, значит, завершили закупочные процедуры и уже подписаны контракты на обеспечение летательными аппаратами, ну, это вертолеты для спасения людей. Мы сегодня готовы на проведение подрывных работ. Тоже у нас сегодня подрядная организация, которая будет заниматься подрывами затора опасных участков, он уже известен.
мы готовим, значит, взрывчатку и так далее. Поэтому в целом на днях мы активно провели по всей республике десантирование наших спасателей, беспарашютное десантирование от высоты на вертолетах. Поэтому мы готовимся и в целом в штатном режиме будем вести дежурство и участвовать на спасательной работе. Ну, фронт работ проделан огромный, еще больше предстоит впереди. Вы упомянули затороопасные участки. Насколько я знаю, на реке Лени у нас их в целом в районе, по крайней мере, города в основном 2 штуки. В республике, значит, более 70 затороопасных участков. Это теоретически. Но мы знаем, что десятки мест, где постоянно лед останавливается, думает, пока набирает силы и так далее. Поэтому в этих местах, когда начинается подпор уровня воды, мы организованно после получения разрешения подрывные работы. В целом готовимся. Под городом Якутском, да, у нас тоже затороопасные участки. Все знаем о том, что если на реке Лена, в территории Намского района, вот около острова Селях, будет затор, где-то через, скажем, полдня, ну, часа 6-7, вода начинает подниматься в городе Якутске. Есть еще ниже поселка Жатай, это Петровская Курья, где тоже определенные годы бывают очень сильные заторы. Ну и сегодня, что греха таить, на затороопасный участок у нас превращаются в подводные переходы. Но в целом, пока нам удается без применения каких-то косвенных методов, они разрушаются и пока нормально. В целом будем прослеживать ход прохождения ледохода на всех реках республики. Иннокентий Михайлович, давайте в заключение что-то пожелаем якутянам в период вот этого вот прохождения паводкового сезона. Ну, во-первых, у нас, начиная вот 15 апреля, с сегодняшнего дня, начинается закрытие автозимников. Поэтому, конечно же, большая просьба от жителей республики, кто не успел или что-то не доделал, ну, использованием автотранспорта через переправы, ну, просто необходимо это дело переостановить, потому что все это очень опасно. Ну и пожелаю всем главам муниципальных образований нашей республики активно взаимодействовать, ну, во-первых, улусными районными звеньями, ну и республикой на успешное сопровождение и проведение весеннего половодья. Ну, будем надеяться, что в этом году природа нас, так скажем, соблаговолит. Иннокентий Михайлович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.